Добрый день! Сегодня мы будем читать татарскую народную сказку «Тон Батыр». В давние-предавние времена жил, говорят, некий падишах. У падишаха того были, говорят, 3 дочери, одна другой краше. Однажды вышли они на лужок погулять, и как раз когда они по лугу прохаживались, поднимается вдруг жесткая буря. Отчего и падишаховых дочек всех как одну ветром уносит. Падишах, узнав о таком происшествии, в глубокое уныние впал. Приказал он отыскать пропавших. День ищут и ночь, уж ни леса, ни реки не осталось, каковы бы не были обысканы со всей тщательностью. Нет, однако, нигде падишаховых дочек. А в этом городе, где падишах правил, на окраине в маленькой лачуге жили, говорят, некие муж и жена. Очень бедные были они люди, но имели, говорят, 3 сыновей. И звали старшего сына Киш-Батыр, среднего Тön-Батыр, а младшего, мол, Тон-Батыр звали, что означает вечер, ночь и заря. Эти джигиты росли, как говорится, не по дням, а по часам, и в самом скором времени выросли здоровыми да крепкими. А выросшие вот этак, выходят они на улицу поиграть. Среди молодежи никого сильнее их не отыскалось. Как начнут они играть или бороться, так кого не схватит, того и калека сделают. Увидел старый человек, как братья не знают, куда им свои недюжинные силы приложить, посоветовал. Вы, мол, чем эдак куролесить, людей бы без нужды калечить, отыскали бы лучше падишаховых дочерей без вести пропавших. Вот тогда бы вас героями и признали. Идут они после такого разговора домой и просят у родителей. «Отец, — говорят, — дочки падишаховы куда-то пропали. Может, пойти нам разыскать этих дочек да привести их обратно в падишахову семью?» Не хочется родителям отпускать сыновей, не соглашаются они ни в какую. «Эй, сыны, вы наши желанные чада, а если покинете родимый очаг, кто тогда за нами старыми присматривать будет?» — говорит им отец. Сыновья говорят: «Эй, отец, поскольку мы падишаховым делом занимается, падишах за вами и присмотрит». «Нет уж, от падишаха никакой помощи не дождешься», – плачут родители. Долго убеждает их 3 батыра и, наконец, убедив, направляется к падишаху. «Вот надумали мы твоих дочек пойти поискать, только нечего нам взять с собой в дорогу. Родители наши, между тем, тоже в большой бедности живут». Решает падишах дать им в дорогу немного пищи да питья. Попрощавшись с родителями, выходят братья в путь-дорогу. Идут они, идут, неделя проходит, и месяц пролетает, и вот эдак очутились они в каком-то лесу. И чем дальше в лес, тем уже дорога, по которой они шагали, и в конце концов узенькая тропиночка перед ними вьется. И вышли они этой тропиночкой в окрестности красивого озера. К тому времени все припасы у них кончились, есть нечего. Взял Тон-Батыр иглу, которую мать ему в дорогу сунула. Пригодится, мол. Разведя костер, накалил ее на огне, согнул, крючок рыболовный изготовил. Отличный крючок. Пошел он к озеру, стал рыбу ловить. Поймал до вечера пуда 2, сготовил на костре, наелись братья до отвалу. Теперь, значит, на сытый желудок и жить проще, говорит Тон-Батыр своим старшим братьям. Много воды утекло с тех пор, как мы в дорогу вышли. Не знаем даже того, где находимся, и ничего пока интересного не видели. И ничего на это старшие братья не ответили. Тогда забирается Тон-Батыр на верхушку очень высокого дерева и начинает осматривать окрестности. И только он на дерево забрался, поднялась жуткая буря. Уж такая, что всем бурям буря. И встречные деревья, даже самые могучие, валит она, как тростинки. Смотрит Тон-Батыр на эту жуткую бурю и думает: может, это как раз та самая жуткая буря, которая падишаховых дочек унесла? Через какое-то время собралась эта буря в одном месте, словно огромный ураганный узел ужасного вида. Покружилась, погремела и застыла на вершине высокой горы. И опять там завыла, забушевала и обратилось нечто ужасное. Обернулась чудовищным дивом. Обернувшись уже дивом-чудовищем, скрылась в некой громадной дыре, расположенной на склоне горы.
Спускается тут Танбатер быстренько с дерева и отыскивает дыру, в которой Див исчез. Это, оказывается, громаднейшая дыра, после чего хватает Танбатер внушительных размеров близлежащий валун и закатывает им дыру. И быстренько идет братьев будить. А братья у него такие люди, что спешить не любят. Встают они не спеша, обильно поедают рыбу Танбатыром приготовленную и только насытившись отправляются к той горной дыре. Вот в этой дыре он и скрылся, и если мы хотим за ним последовать, надо поначалу камень убрать, говорит Танбатер. Хватается Кищбатыр за валун. Не тут-то было. Танбатер налег, тоже дело с места не сдвинулось. После чего берет Танбатер этот валунище и швыряет далеко в сторону. Только он и покатился под откос. Говорит Танбатер своим братьям. Надо кому-нибудь из нас в эту дыру спуститься и Дива отыскать. Может, он и украл падишаховых дочек. Устроили тут братья совещание, а посовещавшись, пошли в лес и стали лыка драть. Из того лыка начинают они плести канат. 3 дня и 3 ночи плетут канат невероятной длины и весьма толстый. Обвязав одним концом Кищбатыра, опускают его в дыру. Идет вниз Кищбатыр. Идет с утра до вечера и затемно уже дергает снизу за канат. «Поднимайте, мол!» Вытаскивают его младшие братья из дыры. Дна не достиг, потому что канат очень короток, рассказывает им Кищбатыр. И еще сутки канат они доплетают. Теперь уже Танбатыра канатом обвязав, опускают его в дыру. Ждут-пождут, никаких вестей. На исходе других суток дергает Танбатыр снизу. «Поднимайте, мол!» И его вытаскивают наружу. «Очень там глубоко, дна достичь не удалось, канат короток», говорит Танбатыр. После чего садятся они и 2 ночи, и 2 дня подряд канат доплетают. Удлинив его таким образом, весьма изрядно обвязывает одним концом Танбатыра. Перед тем, как в эту горную дыру полезть, говорит Танбатыр своим старшим братьям. «Если я не смогу в скором времени возвратиться, ждите меня ровно 1 год. Если через год не появлюсь, дольше не ожидайте, ступайте к своей дорогой». Сказав такие слова, Танбатыр с братьями прощается и в дыру прыгает. Ладно, пускай старшие братья возле дыры пока остаются, а мы за младшим последуем. Вот спускается он, спускается, и сколько бы ни спускался, одна все нет и нет. Не хочется ему подниматься, жалко, что зря труды пропадают. Схватил Танбатыр свою саблю, да канат и перерубил. Летит он вниз, долго летит, а потом как ударится об что-то твердое. Чуть было насмерть не убился. Пролежал, однако, без сознания суток 3, потом очнулся. Встал и пошел потихоньку. Идет себе, продвигается, и встречается ему на пути мышь. Встрепенулась та мышь всего 1 разок и в человеком обернулась. «Здравствуй, Танбатер, ты чего здесь бродишь?» «Вот, — говорит Танбатер, — спустился я сюда в поисках одного дива. Да здесь не ведаю, куда идти и выбраться отсюда не могу». Мышь говорит. «Этот див обманул вас, честно говоря. У вас, Аркан, в 1 раз до дна достал, только див-то дно пониже опустил, вот вы и промахнулись. А теперь ты очень глубоко находишься, ни почем не выберешься без моей помощи». Озадачился тут, конечно, Танбатыр, а мышь ему говорит. «Дам я тебе 4 полка мышиных солдат. Они будут землю подкапывать, а ты утаптывай, так и наверх поднимешься. Таким, — говорит, — образом поднимут они до одной тропинки. По той тропе пойдешь вперед и 7 дней и 7 ночей будешь идти в полной темноте. Ты не бойся, и приведет тебя та тропа к 7 чугунным воротам. Если сумеешь сквозь них пробиться, белый свет увидишь. Не пройдешь ворота, тяжко тебе придется. Когда на белый свет выйдешь, увидишь еще одну тропинку, по ней и пойдешь. По истечении 7 суток выведет тебя тропинка к некому дворцу». Проговорила все это мышь, встрепенулась еще разок и в свой прежний облик обернулась, и пропала. Вот начал Танбатыр с помощью 4 мышиных полков наверх подниматься. Очень долго это все продолжалось, но достиг он указанной ему тропинки. И 7 чугунных ворот, конечно, перед ним предстали. Как увидел их Танбатыр, поднимет тотчас свою тяжелую палицу и как вдарит по первым воротам, так они и рассыпались. Таким образом сокрушил он все 7 чугунных ворот и на белый свет выбрался. Чем дальше уходит Танбатыр от развалин, тем светлее становится.
После 7 суток пути увидел он перед собой нечто с виду смахивающее на огромный кирпич, а также красного цвета. Приближается он и замечает, что на самом деле огромный кирпич перед ним, а на кирпиче, оседлав медного коня, возвышается некий сторож в медных доспехах. «Эй, сын человеческий!» – откликает его сторож. «Ты бы уносил отсюда ноги, пока живой. Заблудился ты или по ошибке попал, не знаю, но вернется домой див-падишах, сожрет тебя за милую душу». Отвечает Джигит. «Он меня съест или я ему хвост накручу, это еще неизвестно. Мне сейчас не до этого, впрочем, потому как я сам очень проголодался. Тащи-ка ты лучше мне поесть, да поживее. Нет у меня ничего, кроме приготовленной еды для хозяина. Одной туши быка, одной пичи хлеба, да одной бочки кислого питья. А тебя и покормить нечем», — говорит Джигит. «Ну ничего, мне пока и перечисленного хватит, а хозяину твоему больше ни есть, ни пить не придется». После чего сошел тот человек с медной лошади и доспехи медные скинул. Оказалось, девушка это, а не мужчина. Сготовила она Джигиту поесть, умял Танбатер все подчистую и спать захотел. Начал перед сном девицу расспрашивать. «Когда, интересно, див домой вернется?» «Завтра поутру, вон по тому медному мосту проезжать будет», — говорит девица. Джигит говорит. «Вот тебе шило, как наступит время диву домой возвращаться, ты меня этим шилом кольни как следует, и я проснусь». Сказал он это и спать завалился. Вот теперь утро настает, и диву уже скоро подъезжать. Стала девица будить Танбатыра. Не получается у нее. Шилом кольнуть не решается, а разбудить тоже нехорошо. Начала она его трясти со всей силы, и просыпается Танбатыр, вскакивает. «Эх, — говорит, — надо было кольнуть шилом-то, я бы тогда сразу проснулся». Идет Танбатыр и под мостом медным, который ему девица указала, прячется. Вот в какой-то миг поднимается буря, и див к мосту подъезжает. Поначалу собака его подбежала к мосту, завыла вдруг, затявкала жалобно и к хозяину метнулась. Заносит див плетку, собаку ругает и въезжает на коне своем на медный мост. Только, мол, въехал и застыл вдруг конь, как вкопанный. Впал див в ярость, коня плеткой хлещет. «Чего ты боишься? Или думаешь, что Танбатыр здесь объявился? Да он еще, верно, и на свет-то не появился». Только див проговорил, а Танбатыр тут как тут, из-под моста вылез и говорит. «Танбатыр, — говорит, — и на свет появился, и здесь уже объявился». «Объявился-то объявился, — говорит див. — Да не больно ты ростом велик. 2 раза откусить, 1 раз проглотить, вот и все дела». Танбатыр говорит. «И ёрш не велик, да колюч сильно. Как бы ты ни подавился». Див говорит. «Ладно, ты лишнего не болтай, тягаться станем или бороться начнем? Дядя твой пусть тягается, а мы бороться будем». И начинают они бороться. И так долго они друг друга одолеть не могут, что вся земля у них под ногами обращается в сплошные ямы. Однако у дива силы уже на исходе. И в этот миг поднимает Танбатыр его высоко-высоко в воздух, хряпает об землю, да саблю свою острую взметнув, рубит на куски, на которых, конечно, поленницу складывает. После чего садится на дивого коня и скачет во дворец. Сторож выбегает ему навстречу. «Теперь, — говорит, — мне бояться нечего, можно и сказать. Я старшая дочь падишаха, и меня украл вот этот самый див. Умоляю, не оставляй меня здесь, обязательно с собой возьми». Танбатыр говорит. «Мы 3 брата именно за вами отправились». Вытаскивает он из кармана бумагу падишахом подписанную, показывает. Падишахов дочь, понятно, без ума от радости. Танбатыр говорит. «Падишах обещал, что выдаст тебя за моего старшего брата. Сиди пока здесь, в медном дворце, а я на обратном пути тебя заберу». Отдохнув денька 3, собираясь в дорогу, спрашивает Танбатыр у той девицы. «А где же твои сестры? Как их отыскать?» Девица говорит. «Див за мной следил очень строго, никуда не выпускал, так что я сама и не видела. Но до средней сестры 7 суток пути». И Танбатыр пожелал ей здоровья, выезжать в дорогу. По истечении 7 суток, миновав горы и пропасти, приближается он к некому серебряному дворцу. Стоит этот дворец и сильно блестит. Встречает Танбатыра возле дворца солдат
На серебряном коне в серебряные доспехи облачен. «Стой, мол, — говорит. Эй, сын человеческий, ты сюда, видно, по ошибке заехал. Уезжай, пока цел. Если мой хозяин вернется, сожрет тебя и не поморщится». Тан-Батыр говорит: «Быстрее бы твой хозяин возвращался, а кто кого одолеет, это мы еще и посмотрим. Я вот 7 суток кружки во рту не держал, ты прежде всего накорми меня». «Нечего тебе дать, у меня только для хозяина приготовлено. 2 туши быка, 2 печи хлеба, да 2 бочки кислого питья». «Ладно, — говорит он, — хватит мне и червяка заморить, неси-ка сюда». «А что, — говорит она, — я своему хозяину скажу?» Джигит говорит: «Не бойся, хозяинам твоему ни есть, ни пить больше не придется». После чего тот стражник серебряных доспехов приносит Тан-Батыру еду. Тан-Батыр, сытно поев, вдоволь напившись, расспрашивает хорошенько у стражника: «Когда хозяин-то твой возвращается?» «Завтра к вечеру должен вернуться». «Откуда его ждать? С какой страны?» «Вот за этим дворцом река протекает, а через реку серебряный мост. Каждый раз Див по этому мосту едет домой поесть». «Ну, я сейчас спать лягу, а ты перед тем, как хозяин на мосту покажется, меня разбуди. Если очень крепко усну, кольни меня этим шилом». И дал стражнику шило, а сам спать завалился. Так проспал он до вечера следующего дня. Тут и Диву приспичило пора домой возвращаться. Чувствует стражник, что близко уже Див, и кидается Тан-Батыра будить. Не просыпается тот, хоть ты лопни. Отчаявшись, садится стражник возле Тан-Батыра и начинает громко-громко плакать. Уколол бы шилом, да жаль того спящего, а по-иному никак не разбудить. И было совсем уж надумал стражник воткнуть шило, да оказалось, что услышал Тан-Батыр его причитание и сам проснулся. Стражник говорит: «Вставай, мол, быстрее, а не то уж Див близко, как заявится, обоих нас погубит». Вскакивает Тан-Батыр и, саблю свою прихватив, бежит под мостом серебряным прятаться. Недолго времени прошло, подъезжает к мосту огромный Див, вздымая ветры и стрясая землю. Первым делом вбегает на мост его собака. Ступила на шаг, другой, и с визгом хозяину отскочила. Сильно злится Див на такое его поведение. После чего, плетью взмахнув, как скачет по серебряному мосту, на середине моста встают вдруг его кони, как вкопанный. Ожег Див коня плеткой, да только и тогда конь его ни с места. «Эх ты, — говорит Див, — струсил, будто Тан-Батыр сюда заявился, а он еще и на свет не родился». Только Див проговорил слова свои, Тан-Батыр из-под моста выскакивает. «Тан-Батыр и на свет родился, и здесь появился, — говорит». «Вот и славно, что появился, — говорит Див. Я тебя пару раз кусну, разок проглочу, — говорит». «Не проглотишь, кость широка. Ладно, тогда тягаться будем или бороться начнем?» «Пускай дядя твой тягается, давай бороться, — говорит Тан-Батыр». И начали они бороться. Поднимает Тан-Батыр Дива в воздух и так о землю хряпает, что все кости у того рассыпались. После чего складывает Тан-Батыр эти кости в поленницу, на коня хозяйского вскакивает и едет во дворец. Стражник говорит: «Эй, добрый человек, пожалуйста, не оставляй меня здесь. Я ведь не стражник, я только оделась так, а вообще-то я средняя дочь падишаха. Ты уж возьми меня с собой, ладно?» «Ладно, — говорит Джигит, — за моего брата замуж пойдешь, за среднего». И показывает ей бумагу падишахом выданную. «Ты, — говорит, — пока оставайся здесь, в Серебряном дворце, а я тебя на обратном пути заберу. Сейчас же поеду за твоей младшей сестрой. В какой она стране и далеко ли отсюда? Если вот на этом серебряном коне поскачешь, ровно 7 дней пути, — говорит девица. И едет он с серебряного коня седла. На исходе 7 суток доезжает до Золотого дворца. Обнесен тут дворец толстой и крепкой стеной. Возле золотых ворот стоит воин в золотых доспехах на золотом коне. Как приблизился к нему Тан-Батыр, этот воин-стражник говорит: «Эй, сын человеческий, что здесь потерял? Тебя ведь Див сожрет, тогда жизнь потеряешь». Джигит говорит: «Он меня сожрет, или я его ущемлю, а только сейчас мне самому очень хочется поесть. Ты накорми меня». Стражник говорит: «Нет у меня ничего, кроме приготовленной еды для хозяина.
3 бочек кислого питья, 3 печей хлеба до 3 туш быка. «Мне хватит», — говорит Джигит. «Раз так, — отвечает стражник, — подойди к тем чугунным воротам, если сумеешь их отворить, накормлю тебя». Вдребезги разбивает Тан-Батыр те чугунные ворота и входит во дворец. Сильно удивлен, конечно, стражник этакой силой Джигита. Заводит он его в одну комнату, поет и кормит. Наевшись, напившись, начинает Джигит расспрашивать. «Когда хозяин твой вернется и в какую сторону вообще отбыл?» «Вернется он со стороны вон того дремучего леса», — говорит воин, «и будет там некий золотой мост. Див на золотом коне по этому мосту поедет, и будет с ним его верный пес». Тан-Батыр говорит: «Я сейчас лягу, отдохну, как настанет время твоему хозяину возвращаться, ты меня разбуди, а просыпаться не буду, кольни меня вот этим вот шилом». И дает стражнику шило. Ложится Тан-Батыр и тотчас засыпает. День прошел, ночь прошла, настало время Диву домой возвращаться. Пытается стражник Джигита разбудить, куда там, тот и не пошевелится. После чего берет стражник шило и вонзает Джигиту в икру. Вскакивает тот со словами: «Ай, спасибо, очень вовремя ты меня разбудил». Подают ему стражник ковш воды, зачерпнув его из стоящей рядом бочки. «Выпей перед уходом, от этой воды сила прибавляется», — говорит. Пьет Тан-Батыр воду, после чего стражник, заведя Джигита в другую комнату, говорит ему: «Есть у Дива привычка. Кто к нему придет, тащить сразу во дворец, в гости якобы. Вот здесь стоят 2 бочки. В одной вода, от которой сила прибавляется, а в другой, от которой сила убавляется. Ты эти бочки местами поменяй». Последовал Джигит доброму совету и бочки поменял. И, попрощавшись, идет к золотому мосту, прячется под ним. И вот по истечению некоторого времени в назначенный час подъезжает к мосту Див на золотом коне со своим верным псом. А пес-то на мост не вступает, поджав хвост, с визгом возвращается к своему хозяину. Впадает Див в страшную ярость. Хлещет он пса своей плетью и коня на мост направляет. Однако на середине моста встают вдруг его конь как вкопанный. И бьет его Див, понукает, а конь его вперед ни шагу. Говорит ему Див: «Что ты, дохлятина, или думаешь, что Тан-Батыр где-то близко? Да его еще и мать на свет не родила». Только он это проговорил, Джигит из-под моста вылезает. «Тан-Батыр, — говорит, — и родился, и здесь уже появился». Див говорит: «Я-то думал, ты ростом велик, а тебя от земли едва видать. 2 раза куснуть тебя, да разок глотнуть — вот и вся работа». «Не торопись, подавишься», — говорит Джигит. После чего Див говорит: «Если так, тягаться будем или бороться? Пусть отец твой тягается, а тебе суждено в борьбе шею свернуть. Я из твоих родственников уже поленницу, — говорит, — сложил». После чего начинают они бороться. Борются, никто победить не может. То есть, конечно, сила на силу пришлась. Долго они так возятся, но в конце концов утомил Тан-Батыра Див. Чувствует Див, что-то не так. «Погоди, — думает, — как бы он меня дальше-то совсем не сгубил. Надо домой пойти, отдохнуть малость». Говорит он Тан-Батыру: «Пойдем ко мне, перекусим слегка, а уж потом до конца биться будем». Идут они к Диву во дворец, едят, пьют там. Див, не зная, что бочки с волшебной водой переставлены, хлещет ту, которая силу убавляет. Тан-Батыру подливают ту, которая силу прибавляет. После чего отправляются они обратно к золотому мосту. Ну, добрались. Див говорит: «Тягаться или драться?» «Если тяжбы боишься, можно и подраться», — говорит Тан-Батыр. Идут они на полянку возле моста, после чего кидают жребий, кому первым бить. Выпало Диву начинать. И первым делом размахнулся Див и так ударил, что Тан-Батыр по щиколотке в землю ушел. Вытянул он ноги из земли и ударил в свою очередь. Див по коленю в земле завяз. Высвободил Див ноги и так приложил, что Тан-Батыр по самые колени увяз. Тан-Батыр опять ударил, Див по пояс в земле оказался. Барахтался, выкарабкался все-таки и врезал Тан-Батыру, что тот по пояс в землю ушел. Пытается он из земли выбраться, не может.
Див говорит: «Давай, козявка, вылезай, ты чего там в грязи барахтаешься?» «Не беспокойся», — говорит Джигит, «козявка-то выберется, а вот ты как будешь выбираться, это мы посмотрим». Сказав так, дергается он изо всех сил и выскакивает из земли, как пробка. Встает напротив Дива, размахивается как следует, да так вдарит. Нет у Дива, одна голова из земли торчит. После чего говорит Танбатер: «Вылезай, дубина, ты чего там застрял?» Нет у Дива силы из земли выбраться. Вытаскивает тогда Танбатер свою саблю, Диву голову из земли торчащую снес, туловище из земли выдернул, нарубил мелко и в поленницу сложил. Едет Танбатер хозяйского золотого коня седлать, прямиком в золотой дворец. Встречает его там воин-стражник, безмерно обрадованный. «Я, — говорит, — не воин, меня только одели так, я вообще-то младшая дочь того самого падишаха. Ты возьми меня с собой, не оставляй здесь». Подает Танбатер бумагу падишахом подписанную и говорит: «Я уже, — говорит, — сестер твоих старших освободил. Они выйдут замуж за моих старших братьев, а ты, если согласишься, мне женой будешь». Ну, договорились они, да тотчас и свадьбу сыграли. Погостили еще в Золотом дворце дней несколько и стали собираться в дорогу, чтобы за сестрами заехать. Перед тем, как отправиться, Джигит говорит: «Эх, эти золотые постройки пропадут без толку, а жаль». Девица говорит: «Ты не беспокойся об этом». После чего они, собрав кое-что в дорогу, седлают коня и отправляются. Немного отъехав, девица обернулась к Золотому дворцу, платком махнула, и стал Золотой дворец золотым яйцом, и в руки ей вкатился. Заворачивает она это яичко в платок и передает Танбатеру. «На, — говорит, — храни у себя». Едут они, едут, на исходе 7 суток добираются до того Серебряного дворца. Встретились дочери падишаха, обнялись со слезами. 3 дня и 3 ночи в Серебряном дворце гостили, теперь собрались и выезжают в дорогу. Отъехав немного, повернулась дочь падишаха к Серебряному дворцу и платком взмахнула. Тотчас превратился дворец в серебряное яйцо и в руки ей вкатился. Заворачивает дочь падишаха серебряное яичко в платок и передает Танбатеру. «На, — говорит, — пусть и это у тебя хранится». Едут они, едут, и через 7 суток достигают дворца Медного. Входят, обнимаются со старшей сестрой, плачут от радости. Та принимает их как самых желанных гостей. Погостев уже в Медном дворце 3 дня и 3 ночи, собираются они в дорогу. Отъехав недалеко, младшая сестра, глядя на Медный дворец, опять платком машет. И съезжается Медный дворец в медное яйцо, в руки к ней вкатывается. Заворачивает дочь падишаха то медное яичко в платок, передает Танбатеру. «На, — говорит, — ты уже и это храни». Берет Танбатер и медное яичко и в карман себе кладет.